В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызыма». КМС «Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о приоритетных направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса в Крыму. Узнаем, на что могут рассчитывать крымские сельхозпроизводители уже в этом году и о поддержке семейных фермерских хозяйств, а также об основных требованиях к начинающим фермерам. Свои вопросы по этой теме вы можете задать, позвонив к нам в студию прямо сейчас по телефонам, которые вы видите на ваших телеэкранах. Отвечать на них будет заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Заридинова. Алиме Назимовна, добрый вечер. Добрый вечер. Алиме Назимовна, расскажите, пожалуйста, об итогах государственной поддержки агропромышленного комплекса в Крыму в 2017 году. Сколько средств было предусмотрено на эти цели? На поддержку сельского хозяйства в прошедшем году было в целом предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. Из них около 2 миллиардов – это федеральный бюджет и 300 миллионов – это республиканский бюджет. Все эти средства были направлены на поддержку развития именно сельского хозяйства. Ну, об итогах, конечно, можно говорить, потому что итоги достигнуты очень хорошие результаты. Благодаря этой финансовой поддержке в этом году мы смогли поддержать начинающих фермеров. 145 грантополучателей смогли начать осваивать средства для развития своих фермерских хозяйств. Были посажены многолетние насаждения, были посажены виноградники. Виноградников мы посадили в этом году 674 гектара, садов мы посадили 665 гектар. Очень интересная у нас была в этом году впервые поддержка кадрового потенциала. То есть мы поддерживали молодых специалистов, которые желают работать и работают в сельской местности. Недавно закончили высшие учебные или технические заведения, и они получали тоже социальные выплаты. Также в рамках государственной программы у нас серьезно осуществляется поддержка в отрасли животноводства. Это и племенное животноводство, и поддержка производителей молока, это и овцеводство, и реализация тонкорунной шерсти. В общем, весь спектр развития сельского хозяйства мы смогли охватить, и нам удалось и освоить эти средства, и получить эффективные результаты. Какие направления в прошлом году были все же приоритетными? Ну, как мы знаем, для Крыма самые приоритетные направления – это развитие садоводства, виноградарства, поддержка малых форм хозяйствования, кооперацию. Мы с прошлого года начали финансировать развитие кооперации. Также у нас является приоритетным и питомниководство, а также поддержка, конечно, животноводства. Это овцы, приоритетные для Крыма, а также молочное скотоводство. А вот более подробно можете рассказать о питомниководстве? То есть вот это появляются новые питомники, да? Или это вот человек, он хочет, например, с нуля как бы начать заниматься этим? Или же вы уже те, которые существуют, питомники, поддерживаете, выделяете финансирование на уже существующие питомники? У нас есть поддержка, если это начинающий предприятие хочет с нуля начинать развитие свое, может претендовать на получение гранта и в рамках своего гранта создать питомник, использовать средства гранта на закладку питомника. Но учитывая то, что питомник – это очень дорогое удовольствие и средств для этого нужно слишком много, поэтому в основном этим мероприятием занимаются уже состоявшиеся крупные сельхозтоваропроизводители. Конечно, учитывая то, что у нас в Крыму в последние годы закладывается большое количество садов, виноградников, и мы испытываем большой недостаток в саженцах, конечно же, мы поддерживаем направление закладки своих питомников. Вот первые 6 миллионов мы предоставили предприятию, которое будет закладывать, заложила уже в прошлом году часть питомника, ну и на следующий год мы тоже планируем это мероприятие. То есть для того, чтобы получить такую поддержку, еще важно, если у фермера, да, и у сельхозпроизводителя есть свои средства, да, которые он тоже вкладывает и, в развитие. Конечно, наша финансовая поддержка, она делится как бы на две части. Это либо грантовая поддержка, либо возмещение затрат.
Возмещение затрат это в основном касается уже состоявшихся сельхозтоваропроизводителей, которые, использовав свои собственные средства, либо средства кредитные, посадили, либо построили что-то, и мы им возмещаем часть затрат, понесенных на реализацию этих мероприятий. И существует грантовая поддержка, то есть мы деньги даем под реализацию конкретного бизнес-плана. Это направление в основном касается фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм и поддержки кооперативов. А пользуются ли популярностью в Крыму? Насколько вот интенсивно развиваются малые формы такие и, например, семейные фермы, да? Вот как много их на сегодня? И оказывалась ли им поддержка вот в каких объемах в прошлом году? Да, в прошлом году у нас было создано 8 семейных животноводческих ферм. И в этом году мы планируем также создать 8 семейных животноводческих ферм. В принципе, здесь немножко сложнее условия для участия в этой программе, поэтому сюда уже приходят фермеры, которые в течение 2 последних лет регистрировали свое фермерское хозяйство и вели какую-то деятельность. Есть определенные условия для участия в этой программе, поэтому для того, чтобы стать участником программы поддержки семейных животноводческих ферм, это фермерское хозяйство должно существовать уже не менее 2 лет и заниматься производственной деятельностью. Поэтому вот это одно из основных условий. Ну и есть ряд определенных условий, которые нужно для участия в гранте. А какое количество участников вот, перечисленных программ было в целом в 2017 году? Ну, если определить по количеству документов, которые поступали, потому что одно и то же предприятие, оно может, в принципе, подавать на разные направления. И на посадку сада, и на возмещение по семенам, и на раскорчевку, либо на возмещение по противоградовым мероприятиям. Поэтому количество можно определить по количеству заявок. Вот количество заявок, наверное, больше 1500. Это больше или меньше, чем в предыдущий период? Вот, если взять до 2014 года. Ну, с 2014, конечно, сравнивать сложно, потому что в последние годы, там, в 2012-2013 году, в 2011 у нас в принципе не было финансовой поддержки, поэтому сравнивать в принципе не с чем. Но если сравнивать уже вот период с 2015 года, да, с каждым годом, конечно, участников программы становится все больше. То есть можно говорить о том, что действительно сельское хозяйство начинает развиваться, да, в Крыму, что все больше людей, которые проявляют интерес к этому виду деятельности, да, и которые хотят этим заниматься в Крыму, развивать и получать государственную поддержку в этом направлении. Скажите, пожалуйста, что касается уже этого года, какие отрасли агропромышленного комплекса получат поддержку в 2018 году? Для того, чтобы нам достигнуть поставленных задач, нам нужно в течение хотя бы 2-3 последующих лет сохранять те же виды поддержки, которые у нас есть на сегодняшний день. В принципе, у нас есть определенные показатели, которые мы должны достигнуть для реализации соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому мы стараемся не менять виды поддержки. Может быть, какие-то мы будем вводить новые, но существующие виды поддержки мы не планируем изменять для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли довести до логического конца начатые свои проекты. То есть закладку садов, уход за этими садами. Если кто-то начал там приобретение скота для строительства и расширения своей фермы, то для того, чтобы они могли завершить процесс становления своего предприятия. Поэтому, в принципе, мы не планируем менять их. А из тех, кто уже получал поддержку, да, вот фермерских хозяйств в прошлом году, как прошел отчет, да, они же, наверное, отчитываются потом о использованных средствах, о том, что сделали, что вот вы провели уже анализ какой-то, эффективно эти средства использовались, действительно ли все получилось, что они планировали, вот как с этим обстоит дело? Конечно, предоставляя финансовую поддержку, мы заключаем соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики и получателем средств. И в соглашении обязательно прописываем индикатор, показатель результативности, который должен достичь сельхозтоваропроизводитель, получив эти средства. В принципе, сейчас идет как раз процесс сбора отчетов, ну и
по информации, которая поступает, мы видим, что большинство сельхозпроизводителей выполнили свои обязательства, получив средства, они все использовали по целям, на которые были направлены. Единственное, у нас начинающие фермеры, которые получают гранты, они имеют право использовать свои средства в течение 18 месяцев. Поэтому реальный результат их работы мы сможем увидеть только в следующем году. Либо в течение этого года, либо в следующем году. И также семейные животноводческие фермы, у них срок реализации их проектов использования средств – это 24 месяца. Поэтому в течение всего этого времени они нам отчитываются. Мы контролируем их использование средств, потому что идет казначейское сопровождение. В принципе, результаты сейчас работа уже идет, да, конечно. есть результаты уже. А если говорить о цифрах, то каковы объемы государственной поддержки на 2018 год и больше или меньше они по сравнению с прошлым годом? Конечно, на 2018 год предусматривается финансовая поддержка в целом, это 3,6 миллиарда. Я уже Приличная говорила, что сумма, да, в прошлом году это было 2,3, поэтому на 1,3 миллиарда рублей финансовая поддержка будет больше. Естественно, что и суммы, которые мы распределяем на мероприятия, которые идут к финансированию, они, естественно, больше, количество будет участников этих программ больше. Ну и я надеюсь, что все эти усилия в целом мы сможем достичь определенных показателей и сможем результатом нашей финансовой поддержки и работы сельхозтоваропроизводителей, естественно, должна стать обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому надеемся, что все эти мероприятия приведут к тому, что, уверены в том, что все это приведет к тому, что мы сможем Крым обеспечить полностью продуктами питания. Да, и крымчане уже смогут ощутить на себе, да, уже непосредственно придя в магазин или на рынок, увидев эту продукцию, которая производится здесь у нас в Крыму, и попробовав ее, да, и оценив, конечно, я думаю, по достоинству тоже. Вы сейчас очень много, да, вот рассказали о финансовой поддержке со стороны государства в этой сфере. Действительно, она серьезная на сегодня, и объемы увеличиваются. И я думаю, что многие люди захотят обратиться также, может быть, начинающие фермеры за такой поддержкой. Скажите, пожалуйста, насколько сложно, более подробно давайте на этом остановимся, насколько сложно получить такую поддержку, куда нужно обращаться, какие документы необходимы для этого и какие требования предъявляются к начинающим фермерам для того, чтобы они соответствовали необходимым каким-то стандартным перечням. Да, для того, чтобы стать участником программы по начинающим фермерам, фермерское хозяйство должно существовать не более 12 месяцев. К главе фермерского хозяйства есть определенные требования. Должно быть сельскохозяйственное образование, он должен проживать в сельской местности. Это основные требования. К запрашиваемой сумме гранта он должен иметь 10% своих средств. То есть если у нас по начинающим фермерам есть ограничения в предоставлении гранта, то есть если планируется развивать ферму в направлении развития молочного скотоводства, то у нас сумма гранта не превышает 3 миллионов рублей. А все остальные виды развития – это 1,5 миллиона рублей. То есть к 3 миллионам рублей он еще 10%, то есть это 90%, и 10% он должен иметь своих средств. Он показывает нам средства с выпиской из банка. И также обязательное условие – это наличие бизнес-плана. То есть фермер предоставляет нам бизнес-план, в котором расписаны мероприятия, куда он будет использовать средства гранта и к чему приведут эти вложения, что он получит в результате. Весь этот перечень необходимых документов у нас прописан в порядке. Мы, конечно, именно сейчас, до 1 февраля, пытаемся внести кое-какие изменения, конкретизировать некоторые направления. Вся эта информация есть у нас на сайте. Можно с ней ознакомиться. Есть макет бизнес-плана, с ним тоже можно ознакомиться и уже работать. В ближайшее время мы планируем также провести для желающих обучение. Филиал Федерального центра повышения квалификации у нас открыт, и мы на его базе будем проводить обучение именно для начинающих. Это платное обучение будет? Я сейчас не могу сказать, платное или бесплатное, но все эти обучения будут проходить для того, чтобы они
Смогли правильно... квалифицированно, да, правильно смогли организовать свою работу и составить Бизнес-план свои составить. бизнес-планы. Да. Ну, в принципе, можно бизнес-план предоставлять и разработанный какой-то консалтинговой фирмой. Есть у нас ГБУ, которая тоже разрабатывает эти бизнес-планы, поэтому, в принципе, с этим сложностей нет. И к начинающим фермерам у нас и требования к бизнес-плану простые. Там не стоит большого труда разработать его самим. Тем более специалисты министерства всегда помогают и консультирует. Перечень документов, которые он должен представить, тоже у нас размещен на сайте. И для того, чтобы стать участником этой программы, необходимо не только предоставить пакет документов, но еще и рассказать о своем бизнес-плане на заседании конкурсной комиссии. То есть этот процесс у нас идет через конкурс. Министерство, принимая документы, допускает его к конкурсу. А дальше уже именно основная работа за фермером убедить комиссию выделить средства именно под его проект, потому что у него проект То есть он должен суметь презентовать, презентовать, да. свой проект. Это тоже имеет большое значение, потому что мы сталкиваемся с такими иногда проблемами, что очень хороший пакет документов, но фермер не может правильно изложить, поэтому мы тоже стараемся здесь помочь, консультируем. Такая же процедура у нас идет и по семейным животноводческим фермам. Только у них, учитывая то, что там сумма гранта большая, если это молочное скотоводство, то там сумма гранта не более 30 миллионов, а все остальные направления до 21 миллиона. И здесь уже софинансирование 40/60, то есть 40% средств у него должно быть своих. Но есть усмягчающие условия, что 10% из этих 40 он должен иметь своих, а 30% может предоставить в виде кредитных средств. Поэтому, в принципе, условия не такие уж и сложные. Участников, желающих участвовать в программе, на сегодняшний день уже много. Спасибо, Алимина Назировна. У нас есть вопрос от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу получения. Пропала связь. Вас не слышно? Сорвался звонок, к сожалению. Бывают такие проблемы со связью у нас. И особенно звонят из районов. Появился? Так, мы вас слушаем. Говорите? Алло. Да, вас слышно. Да, слышите меня? Да. Ага, вот тут сейчас по поводу гранта было сказано, что претендент на его получение должен иметь 10% от суммы гранта и подтвердить это банковской выпиской. А скажите, что если, вот, допустим, у человека нет этой наличности, но есть, например, техника, есть какое-то оборудование, там, люди же не могут держать наличность, как бы там. Понятно, что это, она вся вложена, крутится в деле и там, и везде. А вот грант им бы как раз бы не помешал для развития и стать крепко на ноги. Тем самым и государству помогать, и себя кормить, и людям помогать. Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Может ли являться техника? Да, спасибо за вопрос, но, к сожалению, нет. Техника, она не может засчитываться за софинансирование. Это федеральные условия, федеральные правила, поэтому здесь мы свои изменения внести не можем. Это обязательное условие. Он должен иметь 10% своих средств. При получении грантов из всех видов, да, вот, допустим, бюджетов, финансирования, которые есть на сегодня, вот такое условие есть софинансирование, то есть что у человека должны быть свои наличные средства, или есть какие-то случаи, когда не обязательно наличие собственных средств? Нет, дело в том, что софинансирование, то есть наличие собственных средств, нужно только для получения грантовой поддержки. Все остальные направления финансовой поддержки – это возмещение затрат. То есть сельхозпроизводитель, использовав свои деньги, подает нам пакет документов о том, что он потратил конкретное количество средств на реализацию своего мероприятия. Есть тоже порядки, условия предоставления этих финансовых средств, и тогда мы ему возмещаем. Возмещаем обычно это не более 80%, то есть если на закладку сада, 1 гектара сада, 1 гектара винограда он потратил 1 000 000 рублей, то мы возмещаем там не больше 850 тысяч рублей на 1 гектар. В
принципе, вся финансовая поддержка поставлена по такой схеме. Мгм. А предельная какая-то сумма вот при таких возмещениях, какова она? Но по каждому виду поддержки есть определенные ставки. При разработке порядков предоставления субсидий, в них же в основном либо отдельными приказами мы указываем ставки. И ставки бывают в зависимости от затрат, которые несет сельхозтоваропроизводитель. Если, например, у нас есть финансовая поддержка за реализованное молоко, это поддержка доходности сельскохозяйственных предприятий, то у нас есть определенная ставка, то есть не более 5 рублей за килограмм реализованного молока. Вне зависимости от того, какое количество молока он произвел и сдал на переработку, он предоставляет нам информацию, определенный перечень документов, и за каждый килограмм сданного молока мы ему оплачиваем там, не более 5 рублей. Там есть, конечно, критерии в зависимости от продуктивности, но все эти мероприятия, все эти пункты прописаны у нас в порядках. По каждому направлению есть свои ставки, поэтому их обобщить Надо смотреть сложно. конкретно, да, в Конечно, каждом да. случае. Спасибо большое. Алина Назимовна, в завершении, у нас уже осталось мало времени, хочу спросить, скажите, пожалуйста, вот в целом в республике, да, вот за этот период, когда оказывается действительно такая мощная финансовая поддержка, вот за прошлый год, да, если посмотреть 2017-2016 год, по сравнению с предыдущими годами, когда такой поддержки, как вы говорите, не было, да, многие годы, вот выросли ли объемы производства, вот, что касается именно производства молока, да, вот, производства других сельхознаправлений, может быть, в процентном соотношении, есть рост, есть развитие какое-то, которое действительно можно уже увидеть в цифрах? Конечно, ну, конкретные цифры сейчас назвать сложно, потому что именно в начале года готовятся все отчеты, и цифры мы будем видеть чуть позже. Но однозначно можно сказать, что ежегодно, учитывая и финансовую поддержку, мы видим, что производство, конечно же, увеличивается. Мы по некоторым позициям уже можем говорить о том, что мы можем обеспечить население Республики Крым в полном объеме, учитывая Например, по каким ежегодные... позициям? Ну, по мясу птицы, например, по овощам, по... Что еще? Ну, по продовольственной, да, продовольственной пшенице. Мы в этом году собрали, да, рекордный урожай, и зерновыми мы обеспечиваем себя тоже полностью. Учитывая большие посадки многолетних насаждений, в ближайшем будущем мы сможем развивать в полном объеме и использовать мощности наших винодельческих предприятий в полном объеме. И будет развиваться и виноделие тоже в Крыму. Это приоритетное направление, но я надеюсь, в ближайшей перспективе мы будем производить еще больше вина и еще больше винограда. И фруктов, конечно же, так как закладываются фруктов, сады, да, потому то что, фруктов будет больше. Да, сады все закладываются интенсивные, урожайность у них большая, и в ближайшем будущем мы будем уже видеть большие результаты. Спасибо. Будем надеяться, что действительно так оно и будет, и с каждым годом будет все больше людей, которые будут заниматься сельским хозяйством, и наш Крым будет процветать. И у нас есть последний звоночек от наших телезрителей, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Там по условиям гранта, получается, есть, ну, направление средств идет на коммуникации там и так далее. А вот если развиваться в направлении овощеводства, в Крыму очень острая проблема – это водообеспечение. И мероприятие это довольно дорогостоящее. И сколько консультировались и говорили, что средства гранта использовать на бурение скважины запрещено. А можно ли этот как-то вопрос рассмотреть? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вот по обеспечению водой. Средства гранта использовать на бурение скважины нельзя. Как я уже говорила, условия определяются федеральными правилами, но у нас есть финансовая поддержка развития мелиорации. На бурение скважин есть отдельный вид поддержки, но здесь, конечно, будет немножко нужно сначала
пробурить скважину, а потом За уже собственные средства. за собственные Потом идет средства, да. возмещение. А потом подать в министерство на возмещение. Там возмещение тоже серьезное, больше 50% затрат возмещается. Тогда уже мы сможем действительно помочь. И по программе мелиорации мы возмещаем не только бурение скважины, если речь идет об овощеводстве, а мы возмещаем еще и строительство капельного орошения, что как раз актуально для этой отрасли. Строительство капельного орошения тоже более 50%, или там по-другому? Да, есть определенные ставки, и в целом возмещение затрат идет не более 50%. Спасибо. Я думаю, что это тоже существенно, и кто не знал, да, еще об этом из наших телезрителей, они обязательно воспользуются этим, да, и обратятся к вам уже с соответствующими заявлениями, документами, Конечно. и надеюсь, что получат такую поддержку в ближайшем будущем. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и рассказали нашим телезрителям такую важную, интересную, ценную для Крыма, да, для крымчан информацию. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся. А телезрителям я хочу напомнить, что мы говорили о приоритетных направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса в Крыму. Узнали, на что могут рассчитывать крымские сельхозпроизводители в наступившем году уже и какая поддержка будет оказываться семейным фермерским хозяйствам. На вопросы отвечала заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Заридинова. У меня на этом все. Увидимся с вами ровно через неделю, уже в следующую пятницу. Я желаю вам всего самого хорошего. До встречи!